Салям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующий час в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события на 79-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните, задавайте ваши вопросы нам. Важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть их в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите и не забывайте ставить лайки. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. Таким образом, все больше и больше людей увидят новости и программы, которые непосредственно связаны с временно оккупированным полуостровом Крым. Ну а этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон предлагал Украине пойти на определенные уступки в вопросе территориальной целостности Украины, суверенитета, для того, чтобы помочь президенту России Владимиру Путину сохранить лицо. Я предлагаю послушать прямую речь президента Украины. Ми не повинні шукати вихід для Росії. І пан Макрон зря це робить. Я вважаю, що у нього є прекрасний досвід, що поки Росія сама не захоче, поки вона не зрозуміє, що їй це потрібно, вона не буде нічого шукати, ніякого виходу. Може Еммануель щось знає, але більше. Але я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами, він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку Російської Федерації. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з уступками щодо нашого суверенітету, заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну, дивіться, мені здається, що це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території. Мені здається, що це зовсім несправедливо. Це втрачений час. Зараз з нами на прямому зв'язку пан Андрій Шкіль, народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го скликань, президент Фонду України європейських ініціатив з Парижу. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава, Гусем, вітаю навзаєм. Пане Андрію, только что вместе послушали прямую речь президента Украины Зеленского. Вы находитесь во Франции. Конечно же, мы в этом вопросе хотели поговорить с вами. Почему Эммануэлю Макрону так важно сохранить лицо Путина? Такое ощущение, что Макрон больше печется за Путина, чем он сам. Взагалі-то дивно було це інтерв'ю президента Зеленського. Насправді непогано. Там дуже багато непоганих частин в цьому інтерв'ю. І відповідне на питання, і деякі експромти вийшли. Я там, до речі, почув, що президент Зеленський готовий 10 років не рухати статус Криму, лишити його Росії. Я так розумію, це було заявлено ним. Тому нерівне було інтерв'ю. Як це трошки дивно виглядає, бо основно не завжди рівніші. Для чого він тут викотив цю історію з Макроном? Не знаю. Якісь, можливо, нюанси виникли. Бо зразу ж була відповідь, буквально кілька годин після того була відповідь Єлисейського палацу, де чітко, власне, не Макрон, а саме Єлисейський палац, тобто офіс президента, якщо так можна за українськими стандартами описати, сказав, що президент Французької Республіки ніколи жодних розмов з Путіним без погодження з Києвом не вів. Завжди кожний крок, кожна дія була погоджена із президентом Зеленським, із Києвом. Тому тут в даній ситуації приписувати те, чого там було, можливо, в приватній розмові, запропонував поступитися суверенітетом
Макрон Зеленського. Це невідомо. Але з, ну, скажімо, позиції, навіть з цього інтерв'ю, це не виглядало би дивним. З цього інтерв'ю Зеленського це б не виглядало дивним. Но здесь на самом деле ведь вопрос не в интервью президента Украины, а именно в сути, в содержании того, что он сказал. Потому что если поставить на чашу весов заявление президента Украины Зеленского, ну и, собственно, заявление Елисейского дворца, учитывая бэкграунд Эммануэля Макрона, да, и вот там попытки проводить саммит ЕС, там Путин, постоянные телефонные звонки и так далее, то, естественно, доверие больше президенту Украины. Ні, ну тут не питання, в кому більше довіри. Просто питання в тому, чи ті кроки, які робив, чи хотів робити Макрон, чи він це робив з власного інтересу, чи з суспільного, чи просто так, чи він вважав це. Тобто, неважно, які були мотивації. Важливо, що він з Росією без України не говорив. Тобто він з Росією без Києва ніяких пропозицій Путіна не складав. У нього був цей візит перед війною, після котрого він чітко характеризував, що війни не уникнути в Європі. Франція має бути до цього готова. І в першу чергу вона має бути готова в автономії своїх енергоресурсів. Тобто Франція має стати незалежною від російських енергоресурсів. Це він заявив після першого візиту, тоді, коли він за цим довгим столом довжелезним сидів і таке інше. Тобто практично всередині лютого. А далі всі розмови телефонні вони погоджувалися з Києвом. Чому? Щодо бекграунду? Ну, дивіться, французька влада, вона завжди, перші кілька років, завжди французькі президенти йдуть на зустріч своїм європейським умовним партнерам. Першим партнером європейським у Франції є Німеччина, другим партнером Росія, тому що це великий ринок, величезний ринок, і для Франції в Європі це найбільший ринок. При тому всьому, що європейський ринок є частиною французького, тому треба зрозуміло, що Франція себе бачить економічно як єдина Європа, і тому найбільшим ринком, другим, це є партнером Німеччина, партнером і ринком збуту є Російська Федерація. І тому, власне, ці спроби завжди були і у Олана, і у Саркозі. Давайте пригадаємо, як Саркозі там намагався примирити непримиренне. Ширак називав і Єльцина, і Путіна всіх своїми найбільшими друзями. Тому тут це вибудувалося в контексті давніх ще французько-совєтських стосунків. Ну, ми можемо пригадати, які іноземні фільми ми дивилися в кінопрокаті совєтському. У французькій або франко-італійській. Дуже рідко італійські, дуже рідко якісь німецькі або будь-які інші. Тому що це була така інфраструктурна співпраця між Совєтським Союзом і Францією. І от вона залишилася в дуже багатьох аспектах. Але ми можемо подивитися і по-інакшому, наприклад, ту ж саму співпрацю. От дивіться, 480 тисяч машин випускало спільно французько-російське підприємство Рено і там з ВАЗом разом. І тільки 500 тисяч у Франції випускало, тобто за межами. Це величезний ринок. Рено звідти пішов 2 тижні і зараз завершив продаж АвтоВАЗу якомусь там московській владі чи кому там за пару євро продали для того, щоб спекатися і не бути забрудненими стосунками з агресором. І знову-таки це сталося, основні ці швидкі зміни економічні сталися одразу на початку війни. Тому тут, знаєте, є таке поняття, чи відрізняється страх від мужності, так? Тобто мужність від безстрашя. Так? Тобто без страху – це той, хто людина не має страху. Мужність – це той, хто має страх і долає. Франція мала страх вийти з такої приємної економічної ванни стосунків з Росією, але вийшла. И тут вот так стало обставин. Ну, а нет ли у вас ощущения, что как раз вот этот страх, он и, собственно, привел к полномасштабному вторжению Российской Федерации в Украину? Потому что беззубость коллективного Запада во время Чечни, во время Сирии, во время Грузии и Крыма в 2014 году. И вот эта вот подпитка, да, со стороны Запада Путиным, они ж ездили постоянно к нему, общались, там какие-то торговые, экономические отношения и так далее. И в принципе с 90-х годов обхаживали, лелеяли Путина и так далее. В принципе сделала из него того монстра, которого сегодня мы видим, ну и, собственно, которая привела к полномасштабной войне. Я думаю, що монстром він був від самого початку. Я не думаю, що Путін сильно помінявся з того часу, коли він орудував в мерії Санкт-Петербурга чи Ленінграда, а потім, коли він перевівся
ФСБ. Так що я думаю, тут не Захід робив з нього монстра, просто в даній ситуації в суспільство. Тут Росія просто була в тій колії, з якої виїхати було неможливо, в антизахідній. Тому очолив Путін цю антизахідну колію і все поїхало, як кажуть, по накатаній. Тому тут Захід в даній ситуації, він сприяв тому, щоб Росія стала заможнішою і багатшою. Це була помилка, і, звісно, і Захід зараз за це розплачується. Розплачується збитками, втратами, скажімо так, загрозою енергетичній безпеці, як мінімум. Це як мінімум. Ми навіть не беремо увагу військовій безпеці. Це вже те, що відбувається буквально зараз, буквально сьогодні. Підвищення цін, інфляція, різні економічні неймовірні перспективи, які вимальовує продовження бойових дій в Україні. Це платить Захід, платить той, хто помилився. Бо, звісно, мало хто не помиляється, але демократія властиво і полягає в тому, щоб той, хто помилився, заплатив. А той, хто не помилявся, не програв. В даній ситуації всі, хто помилився, платить. І платить зараз найбільше, буде платити і Німеччина, і Франція. І Франція, якщо взяти в фінансовому еквіваленті, 2 мільярда Україна від Франції отримала мільярди, зараз ще мільярд отримує. Це дається ці гроші, ви ж також маєте розуміти, що це інвестиція в безпеку. Що кошти в Росію вже ніколи, за жодних обставин, чим би все не закінчилось, вкладені ніколи не будуть. Повернення жодного не передбачається. Да, что, кстати, по поводу электорального настроения в Франции? То есть народ готов платить за и поддерживать, собственно, территориальную целостность Украины. И понимает ли французский народ, зачем это происходит? Зачем сегодня Запад поддерживает Украину? Тут мова, в першу чергу, ведеться мова у Франції не про територіальна цілісність, це українське питання. Французьке питання – це рівність, свобода і братерство. Тобто рівність і свобода має бути дотримана в Україні. І, відповідно, солідарність з тими, хто бореться за свободу у Франції, є завжди дуже високою. Неважно, з якого політичного поля ці представники, вони практично завжди, навіть якщо їхні лідери на словах займають неправильну позицію, може навіть і на ділах, а в ділах своїх, але тим не менше їхній електорат, їхні виборці, вони властиво спочатку оцінують свободу, рівність, а потім вже політичні погляди навіть свого лідера. Якщо він десь в чомусь, наприклад, в українському питанні, переходить цю межу або не до кінця, скажімо так, коректно висловлює, то і виборці на це швидко реагують. Перемога Макрона над Ле Пен яскраво свідчить, тому що асоціації були прості. Ле Пен доносила до своїх виборців, що Макрон підтримує Україну, значить він підтримує війну. Я не підтримую так Україну, то так, я не проти, я підтримую український народ, але я проти війни. Їм треба негайно припинити будь-якими засобами. Тобто я – це мир. І французьке суспільство не сприйняло цієї простої формули, яку, наприклад, сприйняло угорське суспільство і проголосувало за Орбана, який практично тими самими словами говорив, бо його експерти, його політтехнологи працювали у штабі Парі Ле Пен. Скажімо, співпрацювали, можливо, не в самому штабі, але вони співпрацювали з ним. І це були такі дуже подібні меседжі, які вони посилали своїм виборцям. Наступна картина зараз, що відбувається, 12 числа, 12 червня вибори у Франції, перший тур президентських виборів. В лідерах надалі партія Макрона, бо це традиційно президента завжди підтримують навіть ті, хто, скажімо, можливо, не повністю підтримує його лінію, але якщо президент переміг, то вони вже так на автоматі будуть підтримувати і його політичну силу для того, щоб спростити життя країні, спростити життя керівництва в країні і самим собі, врешті-решт. Але це тільки 41 вважає, що от вони так будуть вчинити. 61% французів, 59% вони кажуть, ми будемо думати, дивитися, вибирати, ми будемо голосувати за свою політичну партію. Хто зараз найбільший претендент? Об'єднані ліві. Об'єднані ліві об'єднали в собі Меланшона, яскравого прихильника Кремля, прихильника Путіна, совєтської форми комунізму. Він такий достатньо крайній, радикальний, лівий. Але туди ж вийшли соціалісти, давні друзі, прихильники, підтримувальники України. Зелені, які також підтримують і постійно палко виступають на кожному українському заході, який проводиться чи в Парижі, чи в околицях.
комуністи, які, як тут не дивно, також підтримують територіальну цілісність, єдність України і виступають проти російської агресії, окупації України і вважають, що ці злочини в Бучі були вчинені саме російськими окупаційними військами. До речі, всі решта також. Окрім ось цього цілого Меланшона, який об'єднав, який виступив таким об'єднавчим фактором. Тому тут все достатньо складно, але в будь-якому випадку зовнішню політику формує президент. Просто президент, звичайно, зараз в очікуванні, Макронові зараз вистрибувати з візитами, наприклад, в Україну, чи в яскравих барвах відсвічувати властиво міжнародний аспект своєї діяльності невигідно. Він не говорить дурниць, він не говорить жодних речей, які б могли його, скажімо, дискримінувати в очах виборців чи зменшити його підтримку. Єдине, що що можна було йому закинути. 9 травня він, виступаючи на одній з конференцій, він заявив, що Макрон, що Росію не можна, це він виступив, це власна його позиція, що Росію не можна принизити після цієї війни, що потрібно співпрацювати, але після поразки. Тобто мова йшла проти не впровадження так званого версальського синдрому. Тобто так, він не сумнівається в тому, що Росія програє, але треба подальшому зробити все для того, щоб не було, не сформувалися на території Росії, що ще гірше, ніж є зараз. Але в принципі, з цим можна було б не спішити і лишити це на потім якось і не використовувати. Зараз, як на мене, це було неправильна його артикуляція і невчасно, що найголовніше. Дякую. Але тим не менше, це політика Франції міжнародна закінчилася на президентських виборах. Далі це внутрішня кухня. Україна, вона тільки цікавить в тому контексті, щоб єдність влади, вона не буде відволікати президента Макрона від зовнішньополітичної роботи, яка Україні дуже потрібна. Бо підтримка суспільства, 51% французів підтримує вступ України до ЄС. Це про тому, що Франція нікого не підтримувала, ніколи. Навіть такі, як кажуть, Пупів, як така улюблена Сербія, яку постійно всі кажуть, все, наступне, скоро вона буде членом ЄС, підтримує 46. Що треба розуміти, тому що позиція Сербії є такою, яка не є сприйнятною більшістю, виявилося, населення Франції. Україна тут абсолютно зрозуміла, вона прозора. Всі розуміють, чому Україна прагне приєднатися до європейських інституцій. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсаву в наше время підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Андрій Шкіль був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат 4, 5, 6 скликань, політичний аналітик. Поки ми ждемо соединения председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова к нам в эфир. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам как по Вайберу, так и по Скайпу. +3 8067 63 46 130. Это наш номер. atr.tv. Это наш адрес Скайпа. Звоните, задавайте ваши вопросы. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вы их не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал и смотрите наши программы там. И, конечно же, не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого Крымско-Татарского. Таким образом, мы сможем и дальше продвигать наш YouTube-канал, и все больше и больше людей смогут увидеть наши программы и наши новости, в которых мы непосредственно и информируем людей относительно того, что происходит на территории временно оккупированного полуострова, родина крымских татар Крым. Поэтому поддерживайте Первый Крымско-Татарский. Мы благодарим всех тех, кто находится все это время рядом с нами. А тем временем глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны группы семьи G7 к конфискации российских активов и их передаче Украине для ее восстановления. Об этом он сказал на полях встречи G7 в Германии, на которую пригласили Украину и Молдову. С нами сейчас на прямой связи, как я и сообщала, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, с которым мы обсудим эти и другие вопросы. Рифат ага, салям алейкум, хайрлах шамлар. Хайрлах шамлар, доброго вечера всем. Рифат ага, только что мы разговаривали с паном Андреем Шкилем. Он живет в Париже, во Франции, и мы как раз с ним обсудили
заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое сегодня облетело все информационные паблики. Вы, наверное, тоже его видели. Он сказал, что Эммануэль Макрон предлагал президенту Украины поступиться территориальной целостностью, суверенитетом Украины, чтобы какой-то ее частью, чтобы сохранить лицо Путину. Ну, для начала, как вы восприняли такое заявление президента? Я скажу, что я это воспринял с возмущением. Ну, с возмущением в отношении президента Франции Макрона. Предлагать главе государства, которое подверглось 8 лет назад вооруженной агрессии и оккупировала при этом часть территории этого суверенного государства, и за 8 лет не найти ни одного реального механизма разрешения этой сложнейшей ситуации, связанной с нарушением главнейших принципов международного устройства, потом дождаться полномасштабного вторжения и предложить президенту Украины поступиться частью суверенитета, чтобы сохранить лицо Путина. Вы только вслушайтесь, не для того, чтобы, хотя это тоже было бы абсолютно неприемлемо, не для того, чтобы остановить войну, гарантировать безопасность украинского государства, а сохранить лицо Путина. Я, конечно, кроме возмущения ничего не испытываю. Но и слава богу, что президент Украины Владимир Зеленский не послушался своего коллегу. Ну, вас это возмутило, но удивило ли, мне интересно, учитывая бэкграунд Эммануэля Макрона, да и в принципе французских лидеров. Вы помните Саркози, который тоже ездил там с Путиным, договаривался по поводу Грузии, когда там был тоже и продолжается оккупированные территории есть Российской Федерации, да, Южная Осетия, Абхазия и так далее. То есть в целом вот такая политика французских лидеров вас удивляет? Нет, меня это не удивляет, потому что так получилось, что в 2014, 16, 15, 17 годах я неоднократно принимал участие в разного рода форматах, встречах и в Министерстве иностранных дел Франции, и мы проводили такие брифинги непубличные, встречался в Сенате Франции с главами комитетов, и тогда, в общем-то, были такие звоночки неприятные, но мы это все относили к элементам дискуссии. Скажем, при одной встрече глава Сената, я сейчас не помню фамилию, того созыва, и со мной был еще посол Украины, он вдруг меня спросил, правда ли, что в Крыму такие массовые репрессии и гонения в отношении крымских татар, людей других национальностей. Вот его помощники поинтересовались в Европейском суде по правам человека, и только лишь единицы жалоб от жителей Крыма на их дискриминацию уже после оккупации России Крыма. Я выслушал его этот вопрос и сказал: а давайте мы еще сделаем с вами запрос, я готов участвовать в этом, в архив Международного Красного Креста. И спросим у них, а много ли у них было жалоб на плохое с ними обращение узников концлагерей по всей Европе, в том числе и на территории Франции, где содержали не только этнических французов, но и граждан Франции, евреев. Он после этого обиженно замолчал. Но я помню и наши дискуссии очень такие, может быть, давайте не буду уточнять, по поводу участия французских фирм в строительстве моста через Керченский пролив. Сегодня же очевидно, когда завершится российско-украинская война победой Украины, и когда все те, кто совершил преступления на территории Украины в ходе российско-украинской войны, будут
направлены для осуждения Международным трибуналом, обязательно возникнет вопрос о тех, кто содействовал укреплению оккупационного режима на территории Крымского полуострова, в том числе и участие фирм в строительстве моста, о котором я уже говорил, или в снабжении газовыми турбинами двух строившихся предыдущие годы уже русскими оккупантами теплостанций. Я сейчас имею в виду всемирно известную немецкую фирму Siemens. Поэтому очень много было звоночков и в разных странах. Но, конечно, французские политики здесь всегда даже на этом фоне выделялись. Слава богу, что сейчас они, кажется, изменили. Прозрели, на ваш взгляд? Я думаю, что они не прозрели, они просто не могут напрямую выступать защитниками российских политиков на фоне тех ужасающих преступлений, которые ими совершены. Это все равно, что в 1944-1945 году или 1946 году, когда каждый день продолжали раскрываться новые и новые злодеяния нацистов, уже после повержения Германии, это все равно кто-то в Европе мог бы сказать о том, что давайте простим или поймем, или сохраним лицо Гитлеру, не дай бог. Я сам сейчас ужаснулся этой фразы. Представляете, кто-то бы в середине или в завершении Второй мировой войны сказал бы: давайте поможем Гитлеру сохранить его лицо. Я думаю, что ничем не отличается современный политик, который хочет сохранить Путину лицо. У меня есть еще вопрос о коллективной ответственности, о которой сейчас так часто говорят в Европе, пытаясь подтолкнуть нас, украинцев, к такому условному диалогу с хорошими русскими. Такой диалог возможен или же в данной парадигме в принципе нет понятия «хороший русский»? Нам придется говорить с русскими. Нам придется говорить с русскими, потому что надо будет говорить о России. О России хотя бы через призму украинских интересов. Для нас самое главное после одержания победы будет вопрос, что необходимо сделать для того, чтобы исключить повторение подобного, что произошло в 2014 году, что произошло в 2022 году, 24 февраля, и что сейчас происходит. Ведь ничего же не изменилось. В Мариуполе убивают наших защитников, под Северодонецком кровопролитные бои. Мы только можем догадываться о том, какие еще кровавые сценарии разрабатываются сейчас в Кремле. И поэтому для того, чтобы в дальнейшем это не повторять, придется говорить с русскими. Но мы не можем говорить с теми, кто попадает под определение убийц, с теми, кто уже виновен в том, что случилось в 2014 году, что происходит сейчас. А я думаю, что поскольку это будут форматы международных переговоров по оформлению результатов поражения России, и в этих международных переговорах будут участвовать представители других государств, обязательно возникнет вопрос о виновных в агрессии против Грузии в 2008 году. Я думаю, что обязательно поднимется вопрос о тех, кто убивал сотни тысяч людей в Сирии, на территории собственной страны, в Ичкерии, против свободолюбивого чеченского народа. Поэтому вот эти все люди должны быть за пределами будь каких конструкций, где будет обсуждаться будущее России, но мы же не можем обсуждать без самих русских судьбу их территории. Другое дело, нам надо будет определить, не нам, а вот тем, кто будет наделен этими полномочиями, надо будет определиться, а кто эти русские. Это те, которые живут в пределах Садового кольца, условно говоря, или это те, которые живут в Казани, в Уфе, в Ижевске, в Якутии и так далее. Я думаю, что надо будет говорить с представителями многих
коренных народов России для того, чтобы определить такое место России, которое, с одной стороны, удовлетворять будут народы, населяющие территорию современной России, а с другой стороны, которые создадут условия для того, чтобы в ближайшие 100-200 лет Россия не представляла угрозы мировому сообществу. Ну вот многие политические и военные аналитики говорят о том, что такой переговорный процесс может начаться после того, как вооруженные силы Украины вернутся к позициям 23 февраля 2022 года, деоккупировав те территории, которые оккупировала Россия после 24 февраля. Такой вариант приемлем? Я думаю, что они подспудно имеют в виду то, что Россия, скорее всего, сядет за стол переговоров тогда, когда ее войска будут откинуты на позиции 23 февраля 2022 года. Но это не означает о том, что мы будем готовы закрепить результаты констатации оккупированности наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года. Это может означать только одно, что Россия сядет за стол переговоров, а Украина будет выносить вопросы, связанные с восстановлением ее территориальной целостности, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, разумеется, Донбасс. Это будет говорить о том, что Украина сразу будет формулировать вопросы, связанные с выплатой репараций, возмещением всего того ущерба и, разумеется, с организацией деятельности Международного трибунала. Очень много вопросов, которые надо обсуждать заранее, ведь это же не может быть так, что вот сегодня разбили напрочь российскую армию, и все разбежались там в Москве, и надо теперь обсуждать тот или иной вопрос. К ним надо готовиться заранее. Поэтому, если русские думают о том, что они сядут только тогда, когда их это вынудит ситуация, а их, я еще раз повторяю, может быть, вынудит ситуация по реальным результатам вот тех сражений, которые сейчас происходят. Ситуация на 23 февраля – это отсчет времени, чтобы это ситуация, извините за тавтологию, которая заставит русских сесть за стол переговоров. Ну а наши западные партнеры, на ваш взгляд, не попытаются как-то повлиять на Украину, чтобы мы сели вот за стол переговоров уже после того, как выйдем на позиции 23 февраля 2022, потому что понятно, что ни НАТО с Россией, ни Россия с НАТО воевать не хочет. Наши западные партнеры будут себя вести так, как мы им будем позволять. И это не есть какой-то пафос, это на самом деле правда. И вот сегодняшнее откровение, в общем-то, достаточно смелое президента Украины про Макрона, еще раз это подтверждает. Макрон ведь, озвучивая эту идею, он же ее не просто озвучил ради того, чтобы она прозвучала, эта идея. Он ее озвучил для того, чтобы Зеленский на это согласился. Но он получил отказ, и, соответственно, дальше эта идея не стала продвигаться ни в одном направлении. Поэтому все будет зависеть от того, какой будет позиция Украины. А в Украине, слава богу, позиция еще определяется избранной властью, но опираясь на состояние украинского общества. Украинское общество, я об этом неоднократно говорил президент Зеленский, никогда не допустит того, чтобы поступиться частью своей территории. Вот продолжая тему переговоров, есть новости из Турции. Там главный советник президента Турции Ибрагим Калын изданию «Туркия» сообщил следующее, цитирую. «Мы отдаем себе отчет, что Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое крупное соглашение. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, наконец, войне, не восстановив здесь правильный баланс». Конец цитаты.
То есть в Турции заявили, что Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и Западом и заключить новое крупное соглашение. Как вы понимаете это заявление «новое крупное соглашение»? Что это может быть? Но мы же это уже проходили. Это было, если я не ошибаюсь, в декабре 2021 года, когда Россия... В декабре или ноябре, я уже, знаете, уже настолько время стремится. 15 декабря они выдвинули ультиматум США и НАТО по гарантиям безопасности, если вы об этом. Да. Да, и там уже было, и возвратиться в состояние НАТО на 1997 год, если я не ошибаюсь, Да. и многое чего. Но это русские хотелки. Это хотелки Кремля, которые с точки зрения Путина наконец-то обеспечит России вот то единственно справедливое место в мировом устройстве, которое почему-то, как кажется Путину, незаслуженно у России отняли. То есть вместо того, чтобы развивать экономику, тем более Россия, как ни одно из государств в современном мире, имеет все ресурсы для того, чтобы вырваться вперед по абсолютно многим направлениям, начиная от освоения космоса, я говорю уже таким советскими штампами, и завершая благосостоянием людей. Но Россия же этого никогда не хотела и не хочет. Для нее благополучие своих людей – это 155-е место в их интересах. Первое, главное, чтобы все Россию в мире боялись. Боятся, значит, уважают. Вот Путин и предложил Западу, коллективному Западу, такое место, которое с его точки зрения будет, приведет к тому, что Россию будут бояться. Но это же абсурд. 21 столетие. Такими критериями и такими ценностями никто не может организовывать жизнь собственного государства или группы государств. Сегодня все прозрачно, все открыто. И даже тогда, когда на самом деле все государства имеют собственные интересы. Очень часто эти интересы приходят противоречить с интересами соседних государств или даже отдаленных государств. Но это не означает о том, что надо брать ядерную дубинку и размахивать ею над своей и чужими головами. Россия привыкла решать свои вопросы исключительно таким методом. Но вот эта страшилка ядерным оружием – это всего лишь блеф или нет? Ну, будем опираться на мнение ведущих политиков и экспертов. И то, что Россия так долго, и не только же после 24 февраля, но и задолго до этого, ну, вспомните, когда совершалось вторжение на Крымский полуостров, когда оформлялась попытка аннексии Крыма, и принималась потом концепция вооруженных сил России. И записано ведь, что в числе тех факторов, которые позволяют России применять ядерное оружие, относится и прямое нападение на ее территорию с целью, там, я не знаю, или отторжение, или с другими целями, но нападение на ее территорию. И все время Россия говорила о том, что будь какие действия в отношении Крыма, которые она считает своей территорией, это приведет к тому, что она будет вынуждена применить ядерное оружие. Были другие ситуации, когда Россия сразу озвучивала угрозу применения ядерного оружия. Скажем, помните, когда очень активно обсуждалась идея отключения России от Всемирной банковской финансовой системы SWIFT, и тогда некоторые из руководителей России говорили, что это равноценно объявлению войны России, и поэтому Россия может прибегнуть к ядерному оружию. Но и все вот это привело к тому, что мир не просто привык, а, видимо, те, кто обладает соответствующими полномочиями, ресурсами, знаниями,
в конце концов, обязательствами перед своими народами, они взяли и очень четко смоделировали ситуацию, когда Россия действительно захочет применить ядерное оружие. И насколько я понимаю, это понятно из многих таких различных сообщений в СМИ, мир нашел, ну, скажем так, симметричный ответ на саму угрозу ядерного нападения России. И, насколько я понимаю, об этом было доведено руководству России, и поэтому, как я себе представляю, но я далеко человек, который в этом меньше всего понимает, и не военный, но насколько я могу себе представить вот из того представления, из того мнения, которое в подавляющем большинстве в СМИ, они не будут прибегать к ядерному нападению, потому что ответные действия Запада будут, но уничтожающими для самого Путина лично и для всего его окружения. Ну, в таком случае, на ваш взгляд, как будет развиваться дальнейшая карта боевых действий в Украине? Потому что вот есть такое ощущение у многих аналитиков, что вот как-то для российской стороны уже потерялся весь смысл всего происходящего. Потому что если на начальном этапе полномасштабного вторжения было понятно, что надо захватить Киев, пройтись маршем по Крещатику, убрать все политическое руководство Украины, поставить своих марионеток и таким образом поглотить, покорить Украину. Что не произошло, российские военные были вынуждены отступить с северной части Украины, с Киевской области, с Черниговской, с Сумской, передислоцированы были на Донбасс. И там сейчас Украина, как, впрочем, и в Харьковском направлении, ведет успешную контрнаступательную операцию. Российскую армию громит вооруженные силы Украины. Ну и таких больших стратегических успехов у России по Украине нет, не видится. Единственный успех, который мы наблюдали, это вот оккупация южной части материка, и то не из-за какой-то успешной военной операции, а из-за банальной, к сожалению, зрады на той территории. И все же, что дальше? Мне представляется, что надо нам, но нашему военно-политическому руководству, украинскому обществу исходить из того, что цели и задачи России по отношению к Украине ни на йоту не изменились. Все то, что вы перечисляли, захват Киева, других важных центров управления для Украины, замена политического руководства и все остальное, несмотря на эти позорные провалы, а может быть, вот вследствие этих позорных провалов эти амбиции, они еще более, скажем так, обострились у них, потому что к, собственно, амбициям еще примешались очень много других ощущений, чувств, начиная от страха за содеянное, желания мести, унижения. У них же тоже все это в головах крутится. Я могу только сейчас догадываться, какой коктейль ощущений в головах этих военных преступников, и эти ощущения ими двигают, определяют их позицию. Поэтому украинское государство, украинские политики, военные Украины должны исходить из того, что все эти цели и задачи, и, главное, опасности со стороны России, они остаются, и Россия будет пытаться их реализовывать. И поэтому единственным решением для того, чтобы избежать вот такого поведения России, это необходимо изгнать российские войска со всех оккупированных территорий Украины и восстановить территориальную целостность Украины. Для этого надо готовить контрнаступление, и для этого надо
Послушайте, я вот то, что сейчас говорю, некоторым просто может показаться как каким-то просто дежурным набором слов, но я просто хочу еще раз привлечь внимание общества к тому, что другого просто направления, другого поведения у нас не может быть. Пока они, русские солдаты, занимают территории украинского государства, пока они вот создают разные марионеточные какие-то формирования, и пока они контролируют ситуацию на Крымском полуострове, на значительной части Донбасса, вот все эти опасности, они нависают и в один день могут снова реализовываться. И поэтому для нас только лишь тому, чтобы найти все возможности для того, чтобы их изгнать. И поэтому я считаю, что сегодня, в общем-то, те формы нашего взаимодействия с международным сообществом, которые были приняты с первых дней вторжения полномасштабного, их надо усиливать, их надо активизировать еще больше. Нам надо объединять международное сообщество в оказании помощи вооружением. Я где-то вспоминаю, знаете, конечно, прямые параллели здесь не очень уместны, начиная от масштабов и кончая и завершая обстоятельствами ситуации в Хорватии, когда значительная часть Хорватии была оккупирована сербскими войсками. И с помощью западных стран, в первую очередь Германии, Хорватия все время накапливала силы и готовила контрнаступление для того, чтобы одним ударом освободить все свои оккупированные территории. Вот что-то подобное, как мне представляется, необходимо делать нам. Нам надо все наши ресурсы, все бросить на то, чтобы освободить территорию. В интервью Sky News, последняя новость, начальник ГУРМО Кирилл Буданов сделал следующее заявление. Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым. Конец цитаты. Буданов говорит, что не удивлен неудачами России в войне. Мы знаем все о нашем враге, мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся, сказал Кирилл Буданов. И вот такое обнадеживающее заявление, что к концу года мы, возможно, будем в Крыму. Когда сказал Буданов это? К концу года. Не-не, сегодня это было его, да? Да, вот интервью Sky News. Я вам скажу, что я абсолютно его в этом поддерживаю. Главное, чтобы, я знаю не только характер деятельности господина Буданова, но и немножко знаю его как очень профессионального в своей сфере человека, специалиста. И я думаю, что он как раз высказываясь так, он понимает, что для этого необходимо сосредоточить очень большие ресурсы для того, чтобы это ожидание реализовалось с первого раза. С Россией надо поступать только так. Готовить удары, и потом этот удар должен быть ошеломляющим, способным снести голову всем этим преступникам. И, Рифат Ага, еще новость из Генического хотела с вами обсудить. В Геническом районе Херсонской области 13 мая оккупационные власти анонсировали так называемую перепись населения. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время телемарафона. Перепись населения. Зачем? Как вы думаете? Чем это чревато? Во-первых, они хотят... спецслужбы, я имею в виду в первую очередь российские, получить данные о том, кто реально находится на этой территории, и свериться со своими списками, но списками тех, кого они искали. И не всех же они задержали. И поэтому, скорее всего, это сверка населения. Не думаю, что это для каких-то, как некоторые пытаются объяснить,
для свершения каких-то хозяйственных целей и тому подобное. Но просто бандиты вломились в наш дом, и теперь они хотят посмотреть, кто в каком углу находится, для того, чтобы перевести вот эти преследования, гонения против людей, ну, на какие-то вот критерии, на какие-то принципы, которые, ну, только им ведомы. Поэтому я бы рекомендовал бы всем людям, призвал бы просто, не рекомендовал бы всем людям, которые живут на оккупированных территориях вот, Херсонской, Запорожской области, если там тоже такое вдруг будет, просто не ходить и не включаться в эту незаконную деятельность оккупационных там структур. Ну а в чем логика, на ваш взгляд? Зачем им проводить перепись населения? Во что это может вылиться? Ну, хотя бы просто знать, какое население мужское и женское. Кто может оказывать сопротивление, а кто не может оказывать сопротивление. Кого можно, я не знаю, каким-то образом попытаться вовлечь в свои преступления, а кого надо опасаться. Но, знаете, вы не можете представить себе, насколько в разной направленности у человека мысли, когда он ворвался в ваш дом. И вы-то будете пытаться оценивать его с точки зрения собственной ментальности. Вы никогда не думали, чтобы забрать чье-то имущество, не дай бог кого-то убить, захватить чужой дом, а он так воспитан. И вы, как бы вы ни думали бы, зачем ему это надо, вы не сможете упредить все его вот эти новые преступные какие-то там замыслы. И ему это нужно для того, чтобы реализовать свою преступную сущность, и не меньше, и не больше. И, Рифат ага, 2 минутки остается до завершения нашего эфира. Есть ли, возможно, какой-то месседж, который вы бы хотели передать Крыму и нашим зрителям? Мы знаем, что происходит в Крыму, мы каждый день получаем все новые и новые информации. Я бы всех просил обратить внимание на заявление Наримана Джилялова, которое буквально сегодня опубликовано, я видел в социальных сетях, опубликовал адвокат Полозов. Нариман здесь просто настолько четко, ясно, емко, кратко, только он так умеет, находясь в заключении, он говорит о том, что кто и почему имеет право говорить от целого крымско-татарского народа. Это его ответ на потуги вот нескольких десятков коллаборантов, которые под четким руководством ФСБ попытались провести так называемый съезд представителей. И я бы всем рекомендовал прочитать это, а сейчас я прочитаю просто несколько 2 строчки из этого, даже одно предложение. От имени народа имеют право и должны говорить люди, сохранившие свое достоинство, облеченные его народа доверием и не искажающие правды в угоду кому-либо или во вред своей нации. Просто золотые слова, и каждый человек должен из этого исходить. Çok sağ olun, Рифат ага. Увидимся с вами уже на следующей неделе, в понедельник, 15 числа. Корушкенджи. Председатель Меджлиса крымстарского народа Рифат Чубаров был с нами на прямой связи. А я с вами вынуждена, к сожалению, попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским. Буквально через секунды эфир продолжит информационная программа «Заман» на украинском языке, а после вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм Муждабаев». Не пропустите, будет интересно. Корушкевич.